К другим темам. Журналист в первую очередь должен быть объективным. Такое наставление дал известный американский журналист, профессор колледжа коммуникации имени Скрипса Эндрю Александр, который накануне начал серию мастер-классов. Участниками лекций стали сотрудники республиканских СМИ и студенты отделения журналистики СВФУ. Лекции посвящены профессиональной этике, свободе слова и развитию социальных сетей. Первый мастер-класс был целиком посвящен интернету. Как рассказали участники семинара, они узнали много нового от именитого журналиста. Он рассказывал нам о том, вообще какой должна быть журналистика в 21 веке. И то, что уже в России есть, это использование мобильных средств для СМИ. На самом деле, я пока что еще ничего нового для себя не открыла. Но, правда, скорее подтвердила то, что журналист должен быть честным. Особенно мне понравилось его мнение насчет независимой журналистики. В России проходит социальная кампания «Притормози» по инициативе ГАИ и Российского союза автостраховщиков. Кампания направлена на снижение ДТП из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Несмотря на то, что Ленский район не попал в список субъектов, на территории которых будут проводиться основные мероприятия акции, сам город Ленск не стал исключением. Олеся Васева продолжит тему. Яркие дежурные жилеты инспекторов ГИБДД наряду с ее сотрудниками на этот раз примерили дети. И это не случайно. Именно юные горожане считаются самыми бесшабашными участниками дорожного движения. И привлечение их к подобным акциям – самый простой способ в игровой форме напомнить о главном – правилах поведения на дорогах, в частности, на пешеходных переходах. В наше время случается много дорожно-транспортных происшествий даже со взрослыми людьми. И они намного опытнее, чем дети, но с детьми это может произойти гораздо легче. Именно поэтому на помощь сотрудникам ГАИ пришли юные инспекторы отряда «Радар» школы номер 4. Нужно отметить, что в Ленске практически в каждой школе работает свой подобный отряд. Для проведения акции были выбраны самые оживленные пешеходные переходы в центре города. Рядом школы, детские сады и досуговые учреждения. Цель нашего мероприятия, конечно же, это снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Соблюдение скоростного режима водителями, проезжая пешеходные переходы. Подобные акции сотрудниками ГАИ проводятся ежегодно в начале лета. Ведь с наступлением каникул юные пешеходы не только проводят больше времени на улицах, но и достают после зимы долгожданные велосипеды. Все эти факторы и должны учитывать автовладельцы. В напоминании некоторых нюансов проезда пешеходных переходов юные инспекторы раздавали листовки водителям. А сотрудники ГАИ продолжают повторять основные правила безопасности на дорогах. Конечно же, хотелось обратиться ко всем участникам дорожного движения, и к пешеходам, и к водительскому составу. Конечно же, соблюдать, помнить о всех правилах дорожного движения. Пешеходы, в свою очередь, при переходе на нерегулируемом пешеходном переходе обязаны убедиться в безопасности своего перехода. Водители должны же также быть внимательными и осторожными, увидев на обочине пешехода, тем более ребенка. Сейчас начинается летний период. Не забывают сотрудники госавтоинспекции и о самых маленьких участниках дорожного движения, от степени подготовки которых зависит обстановка на ленских дорогах в будущем. В эти дни в детских садах проводятся профилактические уроки по правилам дорожного движения с просмотром интересных обучающих мультипликационных фильмов «Азбука безопасности на дороге».